Sara Sızıpşın, Huskuyana Gulhuçik, Acaba Agad Isbalet, Hezbanogzar, Есм Шаги, Патус из Рукуб, Ацара Зцо Ава, Ацарава, Иша Адрвепш, Ацара, Адыра, Уебстазара, Амюа Арлашок. Слышал имя Пахка Бшифтаху. Ацарава, Пснеус из Вапсов, Ша, Ардрозар, Яшуп Хаскуянагаб, Убри Анпишца, Апсов, Ша Гибзиома из Зимдрова. Этих Фербеют, Дорогие друзья, рад вас приветствовать. Очень рассчитываю на то, что мы с вами будем взаимодействовать. Что я имею в виду? Нам, руководству Абхазии, президенту, конечно же, нужны по многим вопросам, практически по всем, определенные экспертные заключения. Чем больше специалистов к этой работе будет подключено, тем более выверенные решения будут приниматься руководством страны во всех направлениях. Конечно же, я в этом плане рассчитываю на вас. Но сегодня в рамках этой встречи хотел бы выделить несколько таких тем. На мой взгляд, было бы очень важно нам восполнить, если такие имеют место быть, страницы истории, раскрыть то, что не раскрыто. Вот за последние, к примеру, 100 лет, со дня установления советской власти, как формировалась Советская Абхазская республика, почему у него был статус республики, а через какое-то время стал статус автономной республики, Отечественная война народа Абхазии, события, которые связаны с полным освобождением Абхазии, имеется в виду события 2008 года, объективная картина, благодаря каким факторам все это произошло, это очень важно. Я надеюсь, молодые историки, у меня к вам просьба в этом плане поработают. Конечно же, мы должны постараться сделать все, чтобы сохранить нашу природу. Это очень важно, чтобы соблюдались экологические требования, экологические нормы. Вот недавно такой был материал, всплеск, дельфины погибли, и кто-то решил это увязать с тем, что нарушаются нормы по добыче рыбы или нарушаются какие-то правила. Здесь есть специалист-эколог? Сюда хамса приходит в декабре месяце на зимовку, и по март идет путина. Каждый год Институт экологии высчитывает квоту, предоставляет ее в Кабинет министров, на основании этого документа уже ведется улов. Вот квоты устанавливаются в размере 25-35 тысяч тонн в среднем, если говорить. Вот был год 2023, когда квота составила 39 тысяч тонн, а вылов составил всего 6,5 тысяч тонн. Но все зависит от климатических природных условий, но тот год был неудачный. Если говорить в этом году, то квота была 27 тысяч тонн, а улов составил 46. Действительно, где-то в какие-то периоды улов превышает ту квоту, которая была изначально озвучена, но гибель фауны, она зависит не столько от промысла, сколько от естественных заболеваний. Что касается дельфинов, и это доказано, это не только в Абхазии, это на всем Черноморском побережье наблюдается. И ряд проектов по дельфинам существует и в Российской Федерации. И это вот такой фактор, который не имеет такой прямой связи. Мне очень приятно услышать мнение специалиста. Хорошо, спасибо. Это очень важно. Сегодня мы проводим первое заседание Совета молодых ученых при президенте, в состав которого вошли молодые ученые, кандидаты наук, преподаватели университета, научные сотрудники института, также аспиранты. Данная площадка приближает нас к возможности быть конструкторами своего будущего и создать условия для привлечения молодежи в науку. Молодые ученые и молодежь по своему складу ума и отличительным чертам могут успешно вливаться в науку. Они могут также оперативно и гибко перестраиваться на возникающие вопросы в конкурентном мире.
Чтобы уже стимулировать молодежь в науку и приостановить отток мозгов, нам необходима четкая, выстроенная государственная система поддержки молодых ученых, а также инвестиции в науку. И речь идет о всех этапах формирования научного роста, от студенческой скамьи до прихода в аспирантуру, а также защиты кандидатских и докторских диссертаций. Ученые нуждаются в поддержке государства, а на наш взгляд государство нуждается в каждом из них. Поэтому, уважаемый Аслан Георгиевич, позвольте от лица Совета молодых ученых поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказали для создания Совета молодых ученых при президенте, руководству администрации президента и всем коллегам. А нам, коллеги, пожелать плодотворной работы во благо нашей Родины. Мы, наверное, не будем повторяться и говорить о роли молодых ученых. Я хочу отметить, конечно же, ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день касательно молодых ученых. В Абхазии, на наш взгляд, не создана благоприятная среда для формирования и активной деятельности молодых ученых. В науку идут лишь единицы, к сожалению. Немного, если позволите, я расскажу о нашей деятельности в рамках университета. Научное общество студентов, аспирантов и молодых ученых АГУ было основано Олегом Алексеевичем Гварами в 2010 году. Я являюсь председателем этой организации в течение года. Мы работаем по планам. Планы у нас в течение календарного года назначаются, причем планы спускаются к каждому факультету. Есть руководители секторов факультета на саму. И в рамках этих планов проводятся по каждой кафедре с участием студентов круглые столы, открытые лекции, семинары. Потом у нас ежегодно мы отчитываемся, отчетно-научно-практическая конференция проводится. И далее в этом году мы получили одобрение руководства на проведение научной олимпиады среди студентов по общеобразовательным предметам. На наш взгляд, это будет прививать любовь к науке и давать возможность нашим студентам, возможно, в силу нашего менталитета, некоторые студенты, обладающие большим потенциалом, иногда стесняются, не могут себя проявить в обществе. Это их раскрывает их потенциал. У нас имеется ряд определенных инициатив, если позволите, я их озвучу. Во-первых, на наш взгляд, прям зачитаю, научная деятельность молодых ученых должна освещаться в СМИ. Сегодня важно рассказывать молодежи о значимости науки для будущего, о достижениях молодых ученых, и лучше всего для этой роли, наверное, подходят сами молодые ученые. Второе. Продолжение освещения предлагаем на сайте президента Республики Абхазия добавить раздел Совета молодых ученых. Следующее. Убеждены, учреждение ежегодной премии президента для молодых ученых будет являться дополнительным мощным стимулом для их деятельности. И хотелось бы предложить проведение ежегодного фестиваля науки в рамках Абхазии и устраивать в рамках этого фестиваля дни открытых лабораторий, проведение лекций, семинаров, конференций, круглые столы. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Все предложения, которые вами озвучены, приняты и в сжатые сроки будут реализованы. Да. Между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в настоящее время нет заключенного соглашения межправительственного о научно-техническом сотрудничестве. Вот на наш взгляд, заключение соответствующего отраслевого соглашения и его надлежащая реализация позволили бы оперативно решать вопросы научно-технического развития, с которыми сталкиваются наши молодые ученые. Как известно, в республике частично сохранилась инфраструктура крупных советских научных учреждений. В республике имеются ученые по самым разным отраслям, которые готовы проводить актуальнейшие научные исследования. Вот, может быть, в рамках такого межправительственного соглашения попытаться выработать механизм взаимодействия, позволивший нам, абхазским ученым, обеспечить доступ к передовым знаниям, опыту и, самое главное, необходимому научно-техническому оборудованию. Вот полагаем, что заключение такого рода межправительственного соглашения позволило бы нам активнее продвигать Абхазию на международном научном поприще, скажем так. И вот в связи с этим хотели бы мы к вам обратиться за помощью, за содействием в этом вопросе. Возможно ли в ближайшее время проработать этот вопрос и заключить такое соглашение? Мы со своей стороны готовы оказать необходимое содействие. Давид, спасибо. Приняли к сведению, будем работать. Здравствуйте, Аслан Георгиевич. Благодарю вас за создание Совета молодых ученых при президенте Республики Абхазия. В составе Совета
много молодых ученых, у которых много интересных инициатив. Аслан Георгиевич, можем ли мы надеяться, что наиболее интересные инициативы, которые будут рекомендованы Советом с вашего одобрения, будут рассмотрены соответствующими профильными органами исполнительной власти? Я думаю, это будет очень стимулировать работу самого Совета. Да, конечно. Для проведения исследований необходимо осуществлять серьезные материальные затраты, которые порой не удается и вовсе изыскать. Как результат, сложно открывать новые направления исследований, сложно публиковаться и защищаться в вузах России, вследствие чего прирост новыми специалистами в естественных науках существенно снижается. Хотел бы обратиться к вам, Аслан Георгиевич, с инициативой создания соответствующего фонда при администрации президента для осуществления грантовой поддержки молодых ученых, что способствовало бы реализации инициатив и исследовательского потенциала начинающих специалистов. Спасибо. Спасибо. Принято. Последние события в мире показали очередной раз, что искажение исторической памяти приводит к уничтожению не только одной конкретной культуры, а происходит истребление общечеловеческих ценностей. Мир стоит на пороге глобальных изменений, которые фиксируются историками, способных анализировать перспективы существования мира и сосуществования в нем народов и государств. События на Украине показали, насколько искажение истории со стороны псевдоисториков так называемой украинской государственности и влияние западных специалистов, в кавычках, сыграло в разжигании межнациональной розни на проведение античеловеческой и антироссийской политики, что породило бесчисленное количество жертв в результате агрессии со стороны киевского режима. В этой связи можно вспомнить о добровольцах нашей страны, принявших участие в специальной военной операции. Именно благодаря исторической памяти наши абхазские добровольцы участвуют в справедливой борьбе с нацизмом на Украине. Приведу небольшой пример. В селе Кутола Чемчирского района есть небольшая могилка, где захоронены останки героев двух войн – Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и нашей Отечественной 1992-1993 годов. Это советский летчик лейтенант Гайда Николай Григорьевич, который погиб в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и Гальченко Юрий Владимирович, который прибыл в Абхазию с Донбасса и погиб 2 июля в селе Тамыш 1993 года в боях с грузинскими оккупантами. Сравнивая добровольцев нашей войны с добровольцами специальной военной операции, отмечу, что спустя 30 лет теперь уже наши добровольцы погибали за Донбасс, и не зря среди них были выходцы из села Кутол, братья Киркинадзе, Бебия и другие. Этот небольшой пример на истории одного села в Абхазии говорит о том, что преемственность между прошлым, настоящим и будущим во многом зиждется на исторической памяти народа, которую формируют и укрепляют историки, объективно расценивая и анализируя по крупицам каждый источник, каждый архивный документ. Говоря о деятельности наших институтов и роли исторической школы в них, хочется подчеркнуть о необходимости возрастающей поддержки государства в области научных открытий, создания сильного механизма и планомерного продвижения в разработке концептуальных знаний объективного исторического мышления, без которых государство не может существовать. Только передавая правильную, объективную историю, мы с уверенностью можем строить нашу страну, которая имеет славный исторический путь своей государственности. Уважаемый Аслан Георгиевич, в современном мире существуют разные точки зрения на то, какой должна быть история. Но в этом круговороте событий наличие добросовестных специалистов и профессионалов позволяет с уверенностью констатировать факт, что наука является одной из основополагающих подспорий государства, а последнее комплексно и систематически продвигает науку, вовлекая молодежь. Наше государство на протяжении десятилетий делает все возможное для развития научных институтов. Однако без определенного финансирования наших ученых, на которых держится вся концепция исторической науки, будет сложно биться с недругами нашего государства в информационном поле. Сегодня, как никогда, ученые нашей страны должны принимать участие в международных конференциях в Российской Федерации, публиковать свои материалы в научных изданиях, журналах, выезжать в командировки и в архивы, где хранятся уникальные материалы по истории Абхазии и соседних народов. Мы знаем, что ваша поддержка, оказываемая молодым ученым, является одним из важных шагов
по развитию науки в нашей стране, и мы надеемся на вас. Пользуясь случаем, я бы хотел от имени нашего института подарить вам наши сборники. Есть небольшие тезисы из сферы моего, скажем так, научной деятельности. Я занимаюсь изучением вопросов межгосударственного регулирования, правового регулирования межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. И один из таких важных аспектов этого, скажем так, явления, такого как торговля, инвестиции между двумя государствами, однозначно являются гарантией инвестиций. И одно из выносимых положений на защиту в рамках моей диссертации – это вопросы необходимости подписания между двумя государствами соглашения об избежании двойного налогообложения. Эти вопросы ставились в рамках научной деятельности. С 2017 года она начиналась под руководством доктора Даниляна Андрея Андреевича. Второй вопрос – это вопрос необходимости, там всего 6 вопросов, я сейчас затрону всего 2. Это вопрос необходимости подписания соглашения между государствами по поводу признания арбитражных решений, не только арбитражных, но и других решений судов, касающихся экономических споров. Когда мы говорим об инвестициях, здесь нужно, часто слышим политические какие-то аспекты этого вопроса, вопрос политизируется, на мой взгляд, в большинстве случаев необоснованно, потому что здесь нужно исходить из того, что прежде всего мы должны определиться, нам нужны инвестиции или нет. Однозначно да, на мой взгляд, и альтернативы этому нет. Если мы хотим увеличить приток инвестиций в свою экономику, мы должны способствовать этому. Прежде всего, это такой фактор, как позитивный инвестиционный климат. Здесь можно говорить о многом, но я так коротко разбил факторы, формирующие инвестиционный климат, разбил их на группы, такие как, прежде всего, это так называемая инстинктивная группа, то есть это вопросы безопасности инвестора. Это на уровне криминогенной обстановки, это на уровне стабильной внутриполитической обстановки, отсутствия внешних угроз. И в этой связи, конечно, надо отметить, что с того момента, как мы этот вопрос поднимали в 2017 году, в рамках научной работы по сегодняшний день многое изменилось, благодаря определенным действиям руководства страны. Ну и второе, здесь вторая группа, это административная. Здесь нам нужно поработать, все еще есть вопросы, огромное количество вопросов, которые необходимо решать. Это вопросы, кстати говоря, и договорной базы, то есть такие соглашения, помимо тех, что я назвал, есть еще много соглашений, которые нам необходимы. Ну и, конечно же, есть вопросы, не требующие больших финансовых затрат, это вопросы изменения законодательства процедурного характера. У нас сегодня, помимо научной работы, мне приходится заниматься практическими вещами, касающимися бизнеса. Сегодня, чтобы зарегистрировать в Абхазии предприятие, инвестору или, неважно, инвестор он или наш местный бизнесмен, ему приходится преодолевать серьезные административные барьеры. Это всевозможные выписки, всевозможные справки, казалось бы, бессмысленные, но они требуются. То есть много всего, где нужно подходить с точки зрения именно управленческих решений. Однозначно такая проблема существует. Ну и, конечно же, здесь ключевой фактор – это индустриальный, прошу прощения, инфраструктурные факторы. Здесь однозначно есть факторы производства, которые, то есть, общие экономические вещи, то есть это земля, капитал, рабочая сила и так далее. В данном случае у нас отсутствует один из ключевых факторов, по крайней мере он у нас есть, но его не хватает, это вопросы электроэнергии. Вопросы наших транспортных мощностей, это те вопросы, без которого привлечь большие инвестиции в экономику республики на самом деле это сложно. И вообще у нас все-таки нужно, на мой взгляд, исходить из того, что основной инвестор, на которого мы ориентируемся, это все-таки Российская Федерация, то есть инвестиции именно со стороны Российской Федерации. Это не означает, что мы закрываемся от всего остального мира, однозначно, но
российских инвесторов я бы выделил в отдельную категорию, специальный особый режим российских инвестиций в Республике Абхазия. Такая практика в мире существует. То есть, по этому пути также, я думаю, можно пойти. И один важный вопрос, который я хотел бы, на этом я завершу свое выступление, это вопрос вступления в действие соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Да, это соглашение подписано в 2022 году в городе Санкт-Петербург, но по сей день по определенным причинам он не вступил в силу. Опять-таки, когда я говорил о политизации, я имел в виду в том числе и этот вопрос. Я подготовил небольшую справку по поводу того, вообще как нужно относиться к этому вопросу. Вообще в мире подобного рода соглашения заключаются более 100 лет назад. Существует первая практика заключения подобных соглашений. Это 1923 год, протокол об арбитражных соглашениях, так называемый Женевский протокол. Спустя 4 года Конвенция об исполнении иностранных арбитражных решений 1927 года. Ну и универсальный международный документ – это Конвенция ООН о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 года. Нью-Йоркская конвенция, так называемая. То есть мы должны исходить из того, что если мы идем по пути выстраивания отношений не только с одним соседом, да, и если мы еще и готовимся к тому, чтобы нас должны признать весь остальной мир поэтапно и так далее, мы должны понимать, что мы должны будем присоединиться к подобного рода документам. Это универсальные многосторонние документы. Кстати говоря, 133 участника Конвенции ООН по арбитражным решениям. Если мы видим себя закрытым государством, в котором нет места международному праву, это другой вопрос. Но раз уж мы объявили себя частью международного сообщества, то однозначно подобного рода документы, их бояться не нужно. Здесь речь идет, во-первых, о взаимном признании, здесь не идет речь об одностороннем признании. Если здесь кого-то беспокоит, я так вижу, да, некоторые события беспокоят, личные какие-то факторы, это проблемы каждых отдельно людей. Да? Но изначально нужно заключать здоровые соглашения, здоровые договоренности нужно достигать. И в конце концов можно в рамках договоренности определить, какой арбитражный суд будет рассматривать тот или иной хозяйственный спор. Само по себе наличие хозяйственного спора говорит о том, что идет какая-то работа. Там, где спора нет, значит, скорее всего, там нету никаких дел. Поэтому я думаю, что этот вопрос как можно скорее, как один из многих других вопросов, нужно максимально ускорить вопрос его реализации. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемый Аслан Георгиевич, вы сказали о важности, изучения истории современной Абхазии, изучения истории XIX века, XX века. Все-таки наряду с изучением, проблем истории Абхазии XIX-XX века большую значимость и важность представляют проблемы древней истории Абхазии. Потому что здесь, во-первых, присутствуют представители разных профессий. Наука, вы понимаете, что наука вещь, интернациональная, но в то же время исследовательская публика, апеллирует такими терминами, как, континентальные, координаты науки. Что мы имеем в виду под континентальными координатами науки? Во-первых, это национальная наука. Под национальной науки мы понимаем абхазоведческую науку. Проблемами математики, проблемами физики, проблемами химии – это универсальные науки, которыми занимаются и в ряде других государств. Но проблемой абхазоведения занимаются всего лишь в Абхазии. И, кстати говоря, эта проблема не нужна никому, кроме как абхазам. Там, проблемы истории Абхазии XIX века, история Абхазии Средневековья, история Абхазии античности и, древнейший период. Вообще, историческая наука Абхазии имеет очень-очень древние корни, древнюю историю. В этом смысле мы богаты, мы можем сказать, что история – это, патриарх, абхазская историческая наука – это первая наука вообще в научной мысли Абхазии. И честно говоря, серьезные достижения есть в абхазской исторической науке, особенно в абхазоведческой, в археологии, в этнографии, в фольклоре абхазском, но есть и ряд других проблем, которые требуют серьезного, углубленного изучения. Ведь мы сказали, что Абхазия – это
все-таки перекресток соприкосновения древних культур, древних цивилизаций, как говорил Сергей Арутюнов. Значит, здесь проходит главная культурная артерия, которая нас связывала с древними цивилизациями Ближнего Древнего Востока и Средиземного моря. Поэтому эти проблемы, я думаю, что, я уверен, что эти проблемы должны быть углубленно изучены, потому что хочу обратить ваше внимание, что наш восточный, значит, сосед, там есть целый центр изучения проблем Кавказа, в том числе абхазов. Вот, значит, несколько лет тому назад издали двухтомник по истории Кавказа, в том числе абхазов. И многие факты, вы знаете, искажены многие факты. Там, значит, материал армянские источники, персидские источники, арабские источники и другие материалы. Значит, на основе вот этой богатой, значит, источниковедческой ниши мы должны поставить задачу освещения страниц истории Абхазии. Вот, например, нам нужны специалисты по проблемам Древнего Ближнего Востока. Шумерологи нужны шумерологи, потому что там богатый пласт, культурная лексика, социальная лексика, базисная лексика и много других вопросов. Вот. Я могу на своем личном примере сказать, поскольку я не могу отвечать за другие сектора, я сам занимаюсь гуманитарной наукой, проблемой, значит, истории и культуры абхазов в сравнении, значит, на методе ретроспективного исследования с культурами Древнего Ближнего Востока, в частности с хеттской культурой, потому что вы знаете, что в советской и в современной науке уже давно установлено, абхазы имеют генетическое родство, значит, с древними народами. Вот. Это уже доказано. Значит, есть новые материалы, новые, значит, источники, которые нужно изучать, подвергать, значит, новому осмыслению научному. Кстати говоря, Российская Федерация готова оказать нам в этом смысле большую поддержку. У нас ведь есть ряд важных международных договоренностей. В частности, значит, абхазские студенты, аспиранты могут проходить курсы повышения квалификации в Институте востоковедения. У нас есть хороший договор. Или в Институте, например, изучения обрядов, обычаев, культур народов мира, Институте Миклуха-Маклая. В этом направлении, я думаю, что есть большая надежда, что этот молодежный совет даст большую пользу и поддержку найдет со стороны государства. Почему? Потому что, вы знаете, я не буду говорить о таких прозаичных вещах, как значимость вообще истории, значимость, значит, молодого ученого для государства, значимости науки. Нация, этнос, который теряет свою историю, превращается в человека бескультурья. Это Эдвард Стейс, есть такое понятие «человек без культуры». Можете, вот, кто не знает, я не знаю, знакомиться, очень интересная работа, очень большая, фундаментальная работа. Значит, этнос теряет все, этнос теряет язык, быт, культуру. Вы совершенно верно заметили, что, значит, мы должны воспитать современного абхаза, значит, в духе наших культурных, традиционных, духовных ценностей. Это основа, это сокровищница воспитания современного абхаза. И в этом смысле я хотел бы все-таки обратить ваше внимание, что Абхазский институт занимается очень серьезным исследованием. Серьезные, скажем так, достижения в этом направлении – это исследовательские работы, значит, в ряде абхазских сел, потому что, вы знаете, сравнить материал десятилетней давности, результаты исследований абхазских этнографов и фольклористов десятилетней давности и нынешние результаты, значит, очень серьезное изменение этнокультурного, скажем так, религиозно-мифологического облика абхазского села. Многие, скажем, традиционные, этнотрадиционные культурные ценности вымирают, они уходят в небытие, их просто нет, остаются лишь несколько рудиментов. Вот, значит, с Абиссалоном Алексеевичем мы в прошлой встрече, помните, говорили о древних архаичных ритуалах, которые мы фиксировали, например, 10-15 лет тому назад. Сегодня фактически они исчезают, поэтому в этом смысле нужно, я думаю, государство должно обратить внимание, чтобы абхазские исследователи, этнографы, фольклористы плотно работали в абхазских селах. Был прямой контакт исследовательской публики, значит, с абхазским крестьянином, а там, поверьте, материал очень и очень богатый. Вот, все, что, в принципе, я вот хотел сказать. И уверен, и благодарность вам за то, что, кстати говоря, не припомню последние десяток лет такую открытую встречу в таком формате. Работаем в отделе термоэлектричества, вот, в лаборатории термоэлектрического материаловедения. Вот, значит, мы работаем
конкретно с полупроводниками, то есть термоэлектрическими материалами, полупроводниками для создания термоэлектрических батарей. Вот. Для чего они нужны? Они нужны для обеспечения электроэнергией датчиков, аппаратуры, находящихся в космических аппаратах. То есть вся наша работа направлена на тему освоения космоса. Вот. Существует ряд методов, способов получения высокоэффективных термоэлектрических полупроводниковых материалов, таких как, например, вот ЗЖС, это закалка жидкого состояния, с помощью такого метода мы получаем материал, также мехактивационный синтез. Вот. Что дает нам закалка жидкого состояния? Она способствует реализации процессов кристаллизации, вот, которые отражаются на теплопроводности, то есть они способствуют снижению теплопроводности, за счет чего мы улучшаем эффективность, термоэлектрическую эффективность полупроводниковых материалов и, соответственно, сплавов на их основе. В марте 2021 года была провозглашена Советская Абхазия. В 1925 году была принята Конституция. То есть таким образом была реабилитирована, или иначе говоря, восстановлена абхазская государственность в советской форме и была юридически оформлена в виде Конституции. К сожалению, с первых дней своего существования на Абхазскую Советскую Республику оказывалось давление. Нарком тогдашним еще по национальностям Сталиным и его приспешникам, что привело в конечном итоге в 1931 году к вхождению Абхазии в состав Грузии. Последствия этого оказалось то, что это событие повлияло на предшествующие политические процессы, в том числе и на наш сегодняшний день. Касательно историографии. В двух словах если говорить, в советские годы писалась данная тематика под сильнейшей цензурой. Уже в постсоветские годы, несмотря на наличие ряда работ, все-таки эта тема представляет актуальность для исследований. Резюмируя вышесказанное, могу констатировать, абхазским большевикам Ефрему Вежбо, Нестору Лакоба и другим удалось достичь очень многого. Почему? Потому что какую-либо советскую республику, независимую, да, пусть даже и на бумаге, никто давать не собирался. Помимо всего прочего, между отдельными абхазскими большевиками бывали также разногласия. Все эти процессы необходимо тщательно исследовать для того, чтобы мы понимали, в чем абхазские большевики, учитывая обстановку, смогли преуспеть, где были их ошибки. И в этом смысле хотел бы что сказать, Аслан Георгиевич. Вы сказали, что очень важна наука, в том числе про образование Абхазской ССР. Очень важно для того, чтобы эту тему исследовать, это наличие новых архивных материалов, для того, чтобы в науке по-настоящему искать новое слово. На этом все. Благодарю за внимание. Иахьатәи аамҭазыҳәаны Аԥсныла дагьыҩадагьы ҳахәаԥшуазар абызшәа азыҳәаны зҵаара нықәҳаргыло ҳапроблемақәа даараӡа ирацәоуп, ҳзынгыло ԥынгылақәагьы ҳауа даараӡа ирацәоуп. Абызшәа арҵараҿгьы, аҳәараҿгьы, аҳараҿгьы. Сара ус зуеит Аԥсуа ҭҵааратә институт аҟны еиуеиԥшым апроблемақәа ҳамоуп, араҟа сколлегатәуп Фарид Кобахи ишиҳәаз еиԥш, иара иазгәеиҭеит Аԥсны аамҭаҵацы еицаны еиуеиԥшым аҭҵаарақәа шымҩаԥгатәу. Араҟа иазгәаҭатәуп Аԥсны аҩнуҵаҟагьы аҭҵаарақәа шымҩаԥгатәу. Аԥсны аҩнуҵаҟа инхо ҳара ҳаиҳабацәа иахьи уахи аӡәаӡәала ҳцәыӡра иаҿуп. Иахьа ԥшьынҩажәа шықәса ирҭысны иҟоу ажәаҳәаҩцәа, ажәабжьҳәаҩцәа ҳамаӡам. Лассы-лассы иҳацәмаҷхо иалагоит. Иахьа Аԥсуа ҭҵааратә институт аҟны иаҳцәыцәгьоуп Аԥсны ҳшанхогьы, иаҳцәыцәгьоуп Аԥсныла дагьыҩадагьы ҳцаны еиуеиԥшым анҭыҵтәи аныҟәарақәа мҩаԥганы аматериал аидкылара. Уи аганахьала Аԥсуа ҭҵааратә институт имҩаԥнагароуп иҳәап рҽеидкыланы аекспедициақәа, уи комплекслы ҳәа изышьҭоу аекспедициақәа роуп. Ҵыхәтәантәи аекспедициа сара салахон ҩнызқьи жәашықәса рзыҳәан. Ҩнызқьи жәашықәса раахижьҭеи ҳара
иаҳмоуӡац комплекстатәи аекспедициа абызшәа аганахьала аҭҵаара мҩаԥаҳгарц азыҳәан. Уи актәи азҵаара ҳәагьы акәӡам, убраҟа ацхыраара аекспедициа мҩаԥаҳгарц азыҳәан есымша комплексла ацара азыҳәан иахьа уажәраанӡа иҳамам, иаҳцәыцәгьоуп есымша аиҿкаара, иаҳҳәап иара аинститут иахьамам машьына ҳазлаго. Уи иахьа ипроблемахеит, шықәсыла иаҳзымыӡбо зҵаарахеит. Анаҩс. Анаҩс иазгәаҭатәуп Аԥсныла дагьы-ҩадагьы имҩаԥыргоит аҳәҩызцәа аҭыԥҳацәа аҭҵаара, бызшәатә ҩаӡара ахьынӡаҳаракуа иаҳҳәап ахәыҷқәа изызҳауа ирҳәома аԥсуа бызшәа, еилыркааума, ицәажәома, имцәажәома, процентлагьы аихшарақәа маҷымкәангьы иҟарҵахьеит. Ҩнызқьи жәашықәса рзыҳәан Баграченко ихьыӡ зху гәыҳалалратә фонд аԥҵан, иара уаагьы еиҿкаан аусуратә гәыԥ, иҟаҵан апрограмма, анаҩсан убра ҳалахәын Гал, Гьечрыԥ, Шьаҟәа, Пицунда, Гагра, еиуеиԥшым ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи ахәыҷтәы центрқәеи рыҟны ҳара имҩаԥаҳгон аҭҵаара, иаҳҳәап есышықәса инеиуа ахәыҷқәа рбызшәатә ҩаӡара зеиԥшроу. Иаҳҳәап аԥсуа школқәа рҿы ақалақьқәа рҿы иҟоу акәзар, ҩажәаҩык неизар, зегьы иреиҵо ҳҳәозар, ҩажәаҩык рҟынтәи ԥшьҩык ирдыруеит, иаҳҳәап жәаҩык ираҳауеит, изцәажәаӡом, егьырҭ зынӡа ирыздырӡом. Араҟа иҳамоуп еиҭа апроблема, избан акәзар иара иҟоу арҵага шәҟәы иҳамоу, издыруа ахәыҷы изыҳәан ауп изҳаҳамоу. Усҟан акәха еихшаны иҳамаӡам ахәыҷқәа ргәыԥ абызшәа рҵарц азыҳәан. Абраагьы изызнеиго ыҟоуп. Абраагьы хылаԥшра аҭазароуп бзиан. Анаҩсаны иазгәазҭарц сҭахуп акыдҩыларақәа иҳамоу, ҳбызшәала ҳцәажәароуп ҳҳәеит. Ахәыҷы иҳарбои ақалақь даналалоу. Ахәыҷы дыззыӡырҩуеи ақалақь даналсуа. Иаилазаараҿ аԥсышәала уеизгьы ҳцәыуадаҩхеит ацәажәара, аха ҳлымҳа иҭаҩуагьы ыҟаӡам. Аԥсышәала ицәажәо, изҳәо, иаҳауа, даԥхьо ибо. Убырҭқәа зегьы иаҭахызар ҟалап ҳәа сгәы иаанагоит аҳәынҭқарра аганахьала комиссиак аԥҵаны, урҭ агхақәа рырҽеира, иҳамоу агхақәа зегьы еицҳарҽеирц азыҳәан. Акыдҩаларақәа ангәаҳҭа, иазгәаҳҭарц сҭахуп ҳамҩаду зегьы ҳануп, ҳқыҭақәеи, ҳаблақәеи, ҳақалақьқәа рыхьӡ-ҵәахқәа иашан иаҳхьаҳзаным ыҟоуп. Даараӡа иԥхашьаразар ҟалап ԥсышәала, урысшәала иану, иаҳҳәап мгәыӡырхәахьа зегьы ҳзымдыруа ҳаҟоума. Аха изакәи мгәыӡырхәа урысшәалагьы аԥсышәалагьы иԥшьны ианҵаны, даараӡа иԥшӡам ҳәа сгәы иаанагоит, абраагьы ахылаԥшра аҭахуп. Анаҩсан аԥсуа ҭҵааратә университетатәы ҳҳәозар, ҳара есышықәса иуҳажьуеит инареиҵоу жәаҩык рҟынӡа специалистцәа иҟоуп, жәохәҩык жәаҩык рҟынӡа ианыҟало, убрантәи иалҳаԥшаарц ҳалшоит аҭҵаарадыррахь зхы зырхаша, иалҳаԥшаарц ҳалшоит арҵара азыҳәан, абызшәа арҵара азыҳәан зхы зырхаша. Аха убырҭ рызегьы напы рыдкыланы имҩақәҵатәуп аԥсуа бызшәа аҳаракыра шьҭаҳхырц азыҳәан, астатус шьҭаҳхырц азыҳәан, абраҟа ахәыҷы инаркны аду иҟынӡа аус иаԥсура ҳалагароуп. Сгәы анаала ари апроблема зныкала иаҳзыӡбо акәӡам, аха абри инаркынгьы хәыҷы-хәыҷла ҳамылагар, исыҽны шьҭахьҟа ҳцалоит акәымзар, ахаан азыҳәан ԥхьаҟа ҳазцаӡом. Сгәы иаанагоит ари азҵаара алацәажәара азыҳәан иҵегьы даҽа форматк азылхны ҳаицахәаԥшып, еицаҳаӡбап ҳәа сҩызцәеи сареи, ҳколлегацәеи зегьы. Иҭабуп шәахьысзыӡырҩыз. Амзажәбарцы абызшәа ҭҵааразы абызшәеиқәак азыҳәа комиссиа шьоукы иргылоуп, убра аԥхьара лаҳҭоуп амзажәбарцы халдырхуеит. Абри аԥсуа бызшәа зҵарц зҭаху ахәыҷқәа рзыҳәан ҳаԥхьа сынтәа иҟалеит абри зыҭагылазаашьа, ҩ-нызқь комплект ыҟоуп. Абра сара излазбаз ала ари ҳара ҳҵараҩырҭа аминистерство убраҵәҟьа аметодистцәа ус руан аԥсуа бызшәаҵаразы. Сара даара сгәы иахәеит, нас аексперимент хәыҷгьы мҩаԥызгеит. Саҳәшьаламоҭа илсырбан, ахәыҷы дадтәалан, даԥырҵыцгьы лҭахӡамызт. Иазгәаҭатәуп абраҟа ахәыҷқәа ашкол ахь ацара азыҳәан, сара нас иахьынӡасгәалашәо убри апрограмма аганахьала иаҳҳәозар, фышықәса зхыҵуа ахәыҷқәа рзыҳәан еиқәыршәо ашәҟәоуп.
Иаҭахуп араҟа иҵегьы ахыш иҟоуп еиқәыршәо хышықәса зхыҵуа ԥшьышықәса рҟынӡа, хәышықәса рҟынӡа абызшәа аларҵарц азыҳәан алексика аганахьала иаҳҳәозар, уи иҭыжьуп ҩнызқьи ҩажәа шықәса ашықәсқәа рзыҳәан апробациагьы иахыжьуп, аха иаанхеит убри. Уи амза жәабарзы ҷыдала ҳаламцәажәо изҵаара уаацәа ҳалацәажәап. Даараӡа акрызҵазкуа иԥлыраны иуԥхьаӡара ауеит иахьатәи ҳаиқәшәара. Убри наҷыданы исҳәарц исҭаху абра раԥхьа шәаналацәажәоз иара абри аиҿкаара хықәкы асми ашҟа ацәырҵрак аныс хыԥшрадуратыр ҟалозар акәхап. Иара убас ажәалагалак аҳасаб ҟасҵар сҭахуп журналк аҭыжьра иара абри аҿарацәа русумҭақәа рҭҵаарамҭақәа ахьыркаԥхьо абри ҳара ҳаилазаара иаҵанакуа. Урысшәалаги ԥсышәалаги ус жәалагалак аҳасабала как печатный орган, который молодые ученые, где могли бы опубликовать свои работы, не только сайты. И также хочу предложить, я являюсь директором Абхазского радио, мы можем предложить время молодым ученым, они могли бы периодично приходить на радио и делиться своими достижениями, своим опытом, могли бы беседы организовать. Наса иахьа илаҳкаауеит аамҭазы иԥшроуз зегьы ҭаацәақәа рымоуп, егьиуп, аагырҭақәагьы усҟар ирацәамзар ҟалап, аусурҭақәагьы змоуп, аха измам изыҳәан астипендиа хәнызқьмааҭроуп иҟоу, аспирант изыҳәан ауп изысҳәо. Убригьы иахәаԥшыр аҭахуп ҳәа сгәы иаанагоит, иахәаԥшыр аҭахуп ҳәа шәхьаӡозар, жәалагалак аҳасабала аиҳатра иауозар, нас аспиранту аҭҵаарадырра иаҿу, аҭҵаарадырра мацара зхы алакны иаҿу, уаҳа џьара ус имоуазар, даараӡа ицәыхьанҭоуп, ицәыуадаҩуп уи ала ахныҟәгара аҭҵаарадыррагьы халаршара. Иҭоуп. Сегодня очень приятный, волнительный день, то, что мы наблюдаем своих коллег, остепененных коллег с разных сфер и можем вот так неформально немножко пообщаться. Хочу сказать о том, что когда я готовила не так давно свой доклад на мероприятии Российского общества клинической онкологии, я напоминала им о том, что мы сегодня тоже многократно обсудили, что в истории нашего народа произошло такое событие, которое невозможно забыть. Это война, освободительная война народа Абхазии, и, к сожалению, это событие затронуло все сферы, и не обошло это и область здравоохранения. Поэтому, если мы говорим о нашем здравоохранении, в том числе и онкологической службе, которой я являюсь врачом-химиотерапевтом, я сейчас представляю, мы не должны забывать о том, что на территории республики, в принципе, сейчас отсутствуют все документы до военного времени, и мы не можем делать никаких сравнительных характеристик по заболеваемости онкологическими всеми заболеваниями на территории республики до военное время и нынешнее время. Конечно, это затрудняет все наши нынешние реалии. Также мы хотим отметить то, что нам пришлось заново восстанавливать всю сферу здравоохранения. И, конечно, мы не можем сейчас соответствовать международным стандартам. Но при этом же я хочу сказать, что несмотря на то, что мне всегда достаются самые печальные доклады как онкологу, я постоянно пытаюсь сказать о том, что в нынешнее время у нас очень высокий процент летальности именно от онкологических заболеваний, процент запущенности. Но я думаю, что если мы все вместе будем стараться, мы сможем это изменить к лучшему. И какие же пути я вижу? Это первое, проведение адекватной просветительной работы среди населения, которая, к сожалению, сейчас не ведется. И создание научного медицинского сообщества, которое сможет донести нашему населению о том, что есть пути развития, есть пути реализации наших проектов именно в сфере здравоохранения. И также, конечно, если говорить о законах о здравоохранении, да, у нас есть закон о здравоохранении, но там, если детально вчитываться, есть очень много моментов, которые недоработаны, в том числе права и обязанности врача. Об этих моментах, конечно, нужно рассуждать вместе с сотрудниками Министерства здравоохранения, но тем не менее, я думаю, что если эти правки будут внесены, мы сможем улучшить качество нашей работы. Дорогие ученые, я удовлетворен нашей встречей. Предложения, которые были озвучены, в большей степени будут реализованы.
жду и в дальнейшем от вас правильных предложений, подготовленных, необходимых правильных предложений. Мы, видимо, выработаем определенный алгоритм взаимодействия с, скажем так, с данной замечательной аудиторией. Мне интересно, я вижу в этом очевидную пользу. Желаю вам всем успехов. У меня тоже будут встречные предложения и просьбы изучить некоторые проблемы, высказать свою точку зрения, уже научную, авторитетную. А то порой бывает так, что у нас, вы хорошо знаете, в соответствии с нашей Конституцией, у нас разделение ветвей власти. И вот у нас тоже бывают определенные дискуссии, и обоснованная научная точка зрения в том или ином вопросе нам в крайней степени и интересна, и нужна. Еще раз большое спасибо. Желаю вам всем успехов. Это ударится. Обязательно.